Я вообще сторонник того, чтобы приходить туда, где это нужно. Вот у нас есть такая штука причинять добро, и мы постоянно его причиняем. А вы спросите, а надо им? А вообще готовы ли они его принять? Это очень важно, когда мы действительно в нужном месте помогаем тем, чем это нужно. Поэтому я сейчас, когда езжу даже там, в детский дом, я спрашиваю, какой мастер-класс вы хотите? Какой творческий мастер-класс вы хотите? Мне говорят, танцы. Вот я недавно была, Гульфия, приведи нам танцы. А то они все рисуют и рисуют, им хочется подвигаться. Не вопрос. Нате вам танцы. Прошлый год был годом волонтера, ты знаешь, Да, я ты знаю. знаешь, потому что ты сама в качестве волонтера очень часто выезжаешь. Да, мы с друзьями ездим в больницы к детям, устраиваем мастер-классы, танцуем с ними. Но есть небольшая проблема, что, увы, многие учреждения не пускают к себе, пока не доверяют волонтерам. Сегодня как раз об этом мы и поговорим. Айсылу Лерон, телерадиоведущая. Лейла Лерон, блогер, инстаграм-обозреватель. Беседуют с Гульфией Мутугуллиной, руководителем социально-творческого проекта «Я добротворец», о благотворительности, добре и творчестве. Гульфия, а как ты думаешь, кто чаще всего становится волонтером? Для меня волонтерство — это прям про жизнь. То есть если ты хочешь, ты этим достигаешь. И в данном случае волонтером становится человек, который неравнодушный, это первое. Второе, который готов менять мир в лучшую сторону. И третье, который получает от этого удовольствие, наверное, так. Гульфия Мутугуллина родилась в Кировской области и там же закончила Кировский музыкальный колледж. В Казани получила дипломы с отличием Казанской государственной консерватории имени Жиганова и Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета. Лауреат всероссийских и международных конкурсов, певица, телеведущая, лучший волонтер в сфере культуры Российской Федерации, сейчас Гульфия – советник председателя молодежного правительства Республики Татарстан по вопросам труда, занятости и социальной защиты, а также вдохновитель, инициатор и директор автономной некоммерческой организации «Я добротворец». А какая твоя история вот, личная? Вот как ты пришла к этому? Как ты осознала, что ты волонтер? В детстве у меня мама работала социальным педагогом, и всю жизнь свою сознательную, учебную я видела, как мама берет большую кастрюлю супа, наливает ее, борщ кладет, не знаю, какие-то вкусняшки, пакет и уходит. А мама уходила в семьи, трудные семьи, и, грубо говоря, даже элементарно кормила детей. И я это с детства впитала, что помогать это действительно легко, помогать это нужно. А когда уже приехала в Казань и поступила в консерваторию, для меня это прям стало приоритетным. И вот так вот получился, наверное, добротворец, когда там есть такие доноры крови, которые, даруя кровь, спасают жизнь, и мы создаем команду доноров творчества и помогаем творчеством, кому это нужно. И я когда-то поняла, что добротворить это легко, я очень хотела, чтобы волонтерства в моей жизни стало больше, но профильного. В тот момент я захотела, чтобы добро и творчество объединились, так вот случился добротворец. Кто сейчас в команде? В команде неравнодушные, и это для меня самое важное. В первый раз, когда я собрала команду, первый раз выиграла грант, собрала команду, все, думаю, сейчас все будет прям топово, все будет классно. Но команда распалась через 2 месяца. Я так знатненько поплакала, а потом мы встретились с девчонкой одной, вот как раз с первой командой. Она говорит: Гульфюш, мы пришли ради тебя, но мы не пришли ради проекта, мы не пришли ради идей. Нам не важно было, что делать. Мы ждали от тебя задач, и, собственно, ты будешь делать. Сейчас я благодарю всех и земных, и неземных за то, что у меня в команде действительно неравнодушные, которые могут взять на себя ответственность, которые готовы менять мир вокруг вместе с тобой. К сожалению, в волонтерстве сейчас есть такая история, что мы почему-то начинаем соперничать. Это может быть из-за этих грантов, да, что их очень много стало, и это все надо, не знаю, доказывать. И конкурсы. Зачем? Вот сейчас конкурс, этот добровольц России, все такое. Ты понимаешь, что люди начинают, ребят, соревноваться там, где это не надо. Да, мы же ведь об одном. Давайте вместе это делать, чтобы это было намного круче, интереснее, качественнее и еще кучу прилагательных. Ты говоришь про конкуренцию и одновременно говоришь, что очень много работы. То есть
Как это получается? Я вообще сторонник того, чтобы приходить туда, где это нужно. Вот у нас есть такая штука причинять добро, и мы постоянно его причиняем. А вы спросите, а надо им? А вообще готовы ли они его принять? Это очень важно, когда мы действительно в нужном месте помогаем тем, чем это нужно. Поэтому я сейчас, когда езжу даже там, в детский дом, я спрашиваю, какой мастер-класс вы хотите? Какой творческий мастер-класс вы хотите? Мне говорят, танцы. Вот я недавно была, Гульфия, привези нам танцы. А то они все рисуют и рисуют, им хочется подвигаться. Не вопрос. Нате вам танцы. Ну, год волонтера прошел, 18-й год. Продуктивно? Для меня, да. Для меня максимально продуктивно. Это были очень много поездок, это очень много было встреч, это были возможности рассказать про себя. Меня приглашали и в Москву на съемки, на передачу. Это были и вот эти вот поездки и разговоры с первыми лицами страны. Знаете, вот мне это, конечно, грустно, но мы постоянно что-то доказываем. Я, по крайней мере, в Татарстане очень много чего доказываю. И вот это вот для меня это была хорошая штука, что, ну, вот же, вот у меня есть документ, который подтверждает, что я победитель. Что надо еще? В смысле, что я еще должна вам сделать, чтобы случилось? А в год это, конечно, была история, когда про нас говорить, нас начали узнавать, про нас перестали говорить, что мы какие-то странные. Да ладно, мы странные, окей. Ну, волонтерство — это вообще про странность. Выиграла стажировку на днях. Есть такое, нет? Стажировку, ну как выиграла? Стажировка будет в Министерстве культуры Российской Федерации. Я прошла конкурс про кадры, и вот скоро поеду в Министерство культуры Российской Федерации для того, чтобы пройти эту стажировку. И я буду, не знаю пока. Меня звали, на самом деле, начальником отдела и в Минтруд, и в Минмол, и в Минкульт. Я очень свободолюбивая, мне очень важно чувствовать, что я могу взять, сорваться и уехать. Ну, то есть я вот буквально скоро поеду в Москву на обучение, потом еще куда-то, и для меня это важно. Поэтому стажировка — это про возможности себя посмотреть, наверное, показать, там, себя, других посмотреть, себя показать. Ну и, конечно же, возможность там, рассказать свой опыт. Вот это для меня тоже важно, чтобы я там, благодаря этой стажировке, этого же самого добротворца, проект, может быть, ну он сейчас вот так уже флагманский проект он стал, и он сейчас будет распространяться по всей России, и для меня это самое классное и важное, но, может быть, это по-другому, он как-то другими красками заиграет благодаря этой стажировке. Но ты видишь себя вне Татарстана? А кто его знает? Ну, мне очень часто спрашивают, Гульфюш, тебя что держит тут? Я такая, прикинь, ничего. По факту ничего. Но если я поеду в Москву, это не мой город. Другие города, не знаю, вот как-то вот Казань, не знаю, что. Это вот мне тут хорошо, удобно, комфортно. Конечно, может быть, я уже и там, уже потолок стучу, и, может быть, надо уже пора куда-то в новое место. Я пока в раздумьях. Вот вы так прям в лоб спросили, а я вот хожу и говорю про это, типа, может быть, уже пора куда-то, Гульфия, уехать, либо где-то что-то новое поднимать, либо еще что-то. Я вот пока в раздумьях. А как вы доносите обществу, например, доносите ли обществу, что волонтерить — это здорово, и что лучше не подарки, а именно время? Наверное, все-таки не должным образом пока что, потому что я считаю, что этого еще очень мало. Потому что, знаете, какая забавная история? Пока ты лично кого-то не позовешь, вот они прям, ну я не знаю, что надо будет сделать. Если бы мы создали, и это, наверное, там в моих розовых мечтах, может быть, когда-то это случится, и я очень там к этому иду, чтобы у нас было прям движение волонтеров культуры, чтобы у нас были прям сообщества ребят, которым это интересно. Ну, то есть даже элементарная какая-нибудь группа в социальных сетях, да, когда ты просто говоришь, ребят, туда-то, туда-то очень нужен баянист, пожалуйста. И тебе просто как донести до людей, что вот, например, если у меня
в моей компании будет один баянист, понятно, что я его часто буду просить помочь. А если в компании будет 80 баянистов, а мероприятий всего 40, например, за год, где нужен баян, ну так ведь я даже вас за год не спрошу. Ну, в смысле, если не сможете, не сможете. И в этом нет проблем. Вот это вот сейчас пока самое сложное. Есть такая еще история, когда волонтеры действительно от всей души помогают посторонним, но при этом забывают своих. Есть такое? Встречается? Ты вообще встречаешь таких людей, которые как-то про своих... Есть любимая фраза еще: женщина-волонтер, горе в семье. Наверное, поэтому у меня даже нет парня. Не, на самом деле у меня родители приняли. Ну, то есть, вообще у меня родители из Кировской области, они там живут в маленьком своем поселочке. Они радуются за то, что я там творю и что-то делаю. А так, есть у меня примеры, когда там подружка у меня есть одна, она, мама, она, муж терпит, ну что, а по-другому никак, в смысле, потому что она там полностью максимально дается. Вообще, мне кажется, самое классное, когда и муж и жена. И муж и жена, короче, волонтеры, и тогда прям, ты друг друга понимаешь. Есть моменты, когда, конечно, сложно бывает, а есть моменты, когда там целый клуб автолюбителей соглашается, а поехали в Пестрецы. И они такие, а поехали. И мы кортежем из 10 машин на аварийках. Мы ехали до этих, помню, Пестрецов, у детей шок, а мы делали масленицу. И там, мы жгли чучело, играли всякие разные игры, потом ели блины. У детей просто до визга. Причем самое это забавное, когда приехали туда, там, например, девушка с парнем, там, жена с мужем, вот эти вот автолюбители, они сначала, не, мы просто там на тачке, нет, мы просто водилы. А потом смотрю, потихонечку, все включились, и мы начали все вместе играть, дружить, общаться. Вот это, наверное, самое классное, когда ты заражаешь. Я называю это, там, прививочку ставишь, там, типа, все. И подсел. Теперь ты со мной добротворец.